Доброго времени суток, дорогие телезрители. Это программа «Мы вам покажем». Катерина Винокурова меня зовут. Вот эти вот малышки остаются популярными вот уже несколько лет, и причем по всему миру. А многие начинают свой путь в музыку именно с этого инструмента. Речь идет об укулеле. Я думаю, вы уже догадались. Сегодня мы узнаем, почему этот инструмент остается популярным и почему люди стремятся на нем играть. Об этом подробно мы сегодня поговорим с преподавателями студии по игре на укулеле. Это Валентина, Федор и Елена. Здравствуйте, ребята. Привет. Привет. Ребят, насколько мы знаем, укулеле уходит своими корнями с Гавайских островов, да, по-моему, она начинается, да, начинает свою историю еще в XIX веке. Расскажите, как вы познакомились с укулеле, когда это было и при каких обстоятельствах? Вань. Если смотреть на само укулеле, то оно с нами уже, наверное, 3 столетия, в принципе, да, вот по всему миру. А если смотреть меня, то относительно недавно, 3 года назад, я впервые, кстати, это было 8 января, 3 года назад, я взяла в руки укулеле неожиданно. И мне этот инструмент настолько понравился. И, кстати, в руках у меня сейчас вот именно то укулеле, мое самое первое. Да, вот, и я просто не могла не влюбиться в этот такой чукурушный музыкальный инструмент. А вы, ребят? Ну, я вообще сам уже более 10 лет играю на музыкальных инструментах. Во время, после того, как я окончил школу, пошел учиться на, на музыканта, начал обучаться игре на балалайке. И в то время мне начало интересовать другие инструменты. И вот я сначала познакомился с гитарой, далее познакомился с бас-гитарой, и затем пришел к укулеле. Просто вот друг показал то, что есть такой интересный инструмент. И он мне очень понравился. С тех времен, я играю уже на укулеле, да, вот. Лена? Я сама пришла в студию укулеле по знакомству. Меня пригласили, Федя меня пригласил. С Федей я знакома с колледжа, с первого курса, да, скорее всего. Только у него было народное отделение, у меня фортепиано. И вот благодаря знакомству Феде я попала сюда. То, что он меня пригласил, то, что нужен преподаватель. И в течение одного дня я уже начала играть и уже начала преподавать. Сразу же за один день можно научиться играть. Да, вот мне Федя показал там парочку приемчиков, ноты я сама знаю. И он мне показал, как, что, где, и я начала играть сразу же практически. Здорово. То есть можно научиться игре на укулеле буквально вот за один день. Я сегодня тоже попробую научиться, по крайней мере, постараюсь. Нужно ли для этого иметь музыкальное образование? Вот хотелось бы мне отметить, например, да, в принципе, когда мы обучаем людей игре на укулеле, результат может быть вот прям через 5 минут даже, да, вот определенные мелодии даже можно сыграть за 40 секунд, да, вот ученики бывают в шоке. Но если смотреть, например, вот именно пример Лены, да, вот, конечно, музыкальное образование, ее знания, ее педагогические вот именно навыки способствуют тому, что она это прям впитала нереально, да, и, кстати, Леня не только обучает на укулеле, но и также и на фортепиано, да, вот. Но в целом, конечно, мы ориентируемся в обучении именно на индивидуальные, да, вот именно возможности каждого ученика, и у нас своя методика именно преподавания. Мы не делаем акцента прям сразу на знание нотной грамоты, да, вот мы находим тот самый легкий, да, вот именно метод, способ, да, вот, знакомства ученика с новым инструментом, как укулеле. Индивидуальный подход к каждому ученику. А среди учеников это больше все-таки дети или взрослые? Больше всего это дети, конечно, да, потому что родители все заинтересованы в том, чтобы их ребенок научился, приобщился к музыке, просто так сказать. Родители после того, как начинают замечать то, что у них ребенок очень хорошо уже на инструменте что-то играет, то они тоже сами начинают интересоваться этим, да. И после этого, как ребенок закончил, они уже начинают либо с ребенком вместе ходить, либо сами. В основном это получается
мамы. Ага. Вот, ага. А в чем все-таки вот простота игры на укулеле? Вот я знаю, у нее 4 струны. В этом ли только дело? Он не такой громоздкий, как гитара, да? Гитара, ну, человек, когда увидит гитару, если ребенок увидит гитару, то он подумает, что это огромный инструмент, и на нем очень сложно, вот, ну, чисто образно говоря, да? Инструмент укулеле, он просто для ребенка вот очень, как сказать, Удобен по удобен, по размеру, размеру да? удобен, да, и из-за этого он легче воспринимает ребенок. Вообще даже любой человек, да, взрослый человек, пусть даже ребенок, они очень легко воспринимают этот инструмент по виду. И вот это очень многое значит, когда человек начинает учиться на инструменте. Если инструмент по виду очень сложный, то это будет сложно, конечно. Вот как раз-таки я хотела и сказать, что Федя прям все в точку сказал, потому что, в отличие от своих коллег, у меня-то нет этого самого музыкального образования, у меня есть педагогическое, да, но я была именно тем человеком, который вот не взял гитару, да, по той самой причине, что она, ну, какая-то большая, какие-то струны у нее такие, это, да, вот психологически, да. Как-то отталкивает, да? Да, я, по идее, у меня была гитара, но я не могла научиться на ней играть, вот просто думая о том, что у меня не получится, потому что, ну, на ней же играют только люди, там, малого количества, да, а укулеле, да, вот как раз внешний вид, струны мягкие, да, это все позволяет как раз предрасположить инструмент к себе. Ну да, я вот тоже у меня есть пример, как бы я изначально, я очень хотела научиться играть на гитаре, и, ну, как бы я вижу то, что в общежитии все на гитаре играют, и мне тоже очень хотелось научиться, я пыталась, я всячески пыталась научиться на гитаре, но то, что, скорее всего, у меня постановка руки, возможно, я же как пианистка, у меня постановка руки такая на гитаре, такая, и гриф он больше. И я не могла зажимать ни аккорды там некоторые, никак вообще у меня не получалось. Я это дело забросила. И когда меня Федя позвал, я такая, укулеле, что это такое? Типа, ну, никогда не имела дела с укулеле. И тут пришла, вот как раз я сыграла, такая, о, ничего себе, оказывается, типа, легче, чем на гитаре. И всего несколько минут. Да, и Мы всего уже несколько говорили. минут. И, кстати, на гитаре ты тоже, в принципе, уже играешь. Это я вот как раз после укулеле уже намного проще научиться играть на гитаре. Вот в чем дело. Да, уже более-менее руки привыкают к струнам и к ладам. И можно Наш педагог это переучиться. Федя, кто может также вот обучить играть на гитаре. Да, меня Федя тоже на гитаре вот учил играть. Да-да-да. Молодцы какие. Ребят, ну, знаю, что укулеле делится, ну, как и любой инструмент, на несколько видов, да? Самые 3 основные мы расскажем о них, да? Да, вот как раз у тебя в руках вот находится вот самый-самый популярный тип укулеле, это сопрано. Да, но сопрано, в принципе, само по себе, например, да, вот я могу сказать, да, оно отличается, и бывает, например, вот такое прям совсем классическое, да, вот сопрано, где они даже видны, наверное, визуально, что немножко отличаются по размерам. Но это сопрано. Делается из разных материалов, например, да, вот, в принципе, у тебя это... Вот это сделано дерево, из вот это пластмасса. компрессованного пластика, да, и дерева. Далее у нас идет концерт. Вот, в принципе, если вот так вот покажем, да, вот так же поставим, в принципе, они уже отличаются по размеру, да, в этом самое основное отличие, но также основное, тоже важное отличие, это звук. Он здесь уже более объемнее, да, и название само концертное, само говорит за себя. Ну, а дальше, наверное, Федя, да, вот покажи и расскажи. Дальше, получается, идет по размеру, да, теноровый инструмент. Теноровый укулеле, можем сравнить, посмотреть, вот. Так. Он уже намного больше, Да, чем этот действительно. инструмент. Вот. Ну, дальше, конечно, есть еще другие виды инструмента, такой как баритон и бас. Бас это самый большой. Вообще, почему они названы именно таким способом? Да, сопрано, тенор, баритон, бас, да. Вот. Это из-за того, что, как сказать, в музыкальном мире вот люди разделяются в хоре, да, в хоре на голоса. Есть женский голос сопрано, есть женский голос альт, есть мужские голоса тенор, баритон, бас. И вот так же, как и эти голоса, инструменты тоже отличаются по звуку, по тембру, по голосу. И из-за этого, по звучанию, да. И из-за этого образуется такое вот понятие, как сопрано, тенор, баритон, бас. Вот. А концерт это между такое, как сказать, между ними. Из-за того, что он больше...
Почему назвали концерт, да? Из-за того, что он красивее, выглядит и для да, выступлений, для да, выступления, вот. потому что сопрано он будет очень маленьким, серьезно говорю, да, вот. А концерт он будет чуть менее большой, но и не менее маленький, короче, ну, чуть Средний. между. Из-за этого он выглядит в кадре тоже хорошо. Вот так и назвали концерт, скорее всего. Вот, да. Интересно, Ага. да. Ну а начинать учиться с какого лучше? Да, вообще с любого инструмента, да, с любого, как сказать, сопрано, он просто, одним словом, дешевый. Он Доступный, доступный, да. дешевый, да, доступный, Да. его легче всего найти. Вот уже дальше концертные, теноровые, они реже продаются, потому что они... Ну, не слишком популярные, например, среди... да. Не будем обижать сопрано, не будем называть его дешевым. Не-не-не, он доступный, да, вот как раз, вот, например, вот это вот вид, который вот сопрано, да, у тебя сейчас, он специально изготовлен вот производителем Flight для тех, кто любит путешествовать. Не стоит обращать внимание, например, то, что он сделан из пластика. У него прям специальный такой пластик, да, который, если смотреть именно по качеству, он будет лучше, чем дерево. То есть его можно ронять там нечаянно, да, вот, например, да, ничего с ним не случится. Потом, если вдруг там на воду, да, вот, если, например, приложить, то тоже ничего не испортится. Есть специальные такие модели, да. Просто по цене, если ценовой политики смотреть, наверное, да, то, конечно, они более доступные. Но и, в принципе, среди укулеле, вот среди других, например, да, типов, то там, знаете, на возможность каждого человека представлена. Да? Потому что... Очень много производителей, да, очень много компаний, которые делают, как сказать... Качественные инструменты, в принципе, позволяющие новичку как раз вот получить все эти знания, что он хотел изначально, да, а там далее уже, если человек, например, решил углубиться вот именно, да, вот в этот сам инструмент, например, да, то он может, например, себе выбрать уже профессиональный укулеле, да, вот, например, этот тенор, он у нас такой вот из среднего класса, например, смотреть, да, а это прям полупрофессиональный. У них стоимость, например, в несколько раз отличается, да, например, в чем отличие, да, в том, что струны немного другие, маркер лада из другого материала сделан, например, дерево, у него массив, например, там определенный какой-то рисуночек, да, но это не столь важно, наверное, для тех, кто хочет научиться играть на укулеле. Поэтому самый наш основной совет — это просто возьмите то укулеле, которое вам понравилось, если вам нравится ощущение, начинайте. Да, главное начать. Что ж, ладно, давайте мы прямо сейчас научимся играть, в конце концов, да, что-то, вот какую-то мелодию хотя бы начнем, хотя бы несколько аккордов, да, а я попробую научиться. С чего мы начинаем, ребят? Давайте, командуйте, учите. Ага. Ну, первым делом, да, вообще, мы должны правильно сесть. Чтобы правильно сесть на инструменте, Так. мы должны сесть на край стульчика, да, вот так. Так. И что сделать? Поставить на правую ногу. Вот каким образом получается? Вот тут у нас находится вот нижняя часть, это называется обечайка. Да, вот эта вот часть, обечайка. Вот это. Нижняя часть Да. обечайки. Вот. Ставим на правую ногу. Так. Правильно, хорошо. И левой рукой просто придерживаем вот эту вот часть. Это называется гриф. Правильно. Пальцы должны Не быть зажимаем раскрыты, да, не сторону. зажимаем, пальцы должны быть раскрыты. И большой палец должен придерживать сверху вот этой части. Это называется верх грифа. Хорошо. Вот. Теперь что мы должны сделать? Поднять правую руку, да, вот так вот. И этой правой рукой мы будем сейчас играть. Указательный палец загинаем, вот так, можем так сделать. И подставить под струну, вот. Ага. И когда мы сейчас будем играть, мы делаем, получается, что? Удар вниз, смотрим. Делаем это ногтем. Вот так вот. С верхней стороны. Сверху. Да, отлично. Это у нас называется удар вниз. А когда мы делаем обратный удар, мы делаем это подушечкой. Да, снизу вверх. Вот. Мы должны это попробовать сделать пару раз, да? Смотрим. Вниз, вверх, вниз, вверх. Отлично. Это у нас самый стандартный бой, который называется четверка, да? Хорошо. Идем дальше. Попробуем сделать такой прием, который называется четверка с хлопком, да? Пробуем сделать так. Значит, делаем так же, как и раньше. Вниз. Смотрим. Вниз. Вверх. Теперь хлопок. Куда угодно, да? А потом обратно вверх. Правильно. Отлично. Но хлопок должен быть слышен. Значит, делаем как? Слушаем. Пробуем. Хлопок. Отлично. Вот.
это у нас такой, как сказать, такой очень известный прием, который использовался Виктор Цой. Да? У него песни бывают обычно такими. Например, «Песен еще не написаны». Вот. У него вот такие вот специальные, да, бои были. Да, уже Вот, все знакомые знают. очень. Да, отлично, хорошо. Идем дальше, с боями мы ознакомились. А сейчас попробуем сделать такое. Вот, значит, у нас есть 4 струны, видим, да? Вот, сейчас схватимся вот за вот эту нижнюю часть правой рукой. Будем играть только большим пальцем. Вот, двигаем только большой палец. Хорошо. Сейчас попробуем сыграть на первой струне вот так вот. Хорошо. И теперь, когда мы должны что-то сыграть, мы должны зажать здесь какой-нибудь лад. Вот у нас, кстати, лады находятся, да? Смотрим сюда. Вот видите, есть такие полосочки. Да. Это получается разделение лада, да? Да, порожки, но мы Да, их не порожки. должны зажимать. Мы их не должны зажимать, мы должны зажимать их между. Да, между ними. Между, именно вот между порожками каждый вот. Ага. Вот так. Да, Вот, правильно, хорошо. Либо здесь, либо здесь, Да. либо здесь, да? У Да. них здесь еще есть нумерация: первый лад, второй, третий, четвертый, пятый. и так Первый, далее. второй, третий, И так четвертый. далее. Мгм. Вот, а сейчас мы будем попробуем сыграть такую мелодию, да, которая очень известна. Как это Smoke on называлось? the Water. Да, Smoke on the Water, да, группа Deep Purple. Вот. Значит, считаем нумерацию лада, значит 0 это у нас открытая струна. Просто Вот. правой Играем открытую Ага, струну, без. нолик. Да, хорошо. Дальше цифра 3, это у нас третий по счету лад. Вот так, Отлично. да. Мгм. Нажимаем и играем сильнее. сильнее Сильнее надо зажимаем. зажать Пальцем, да, на левой подушечку, руке. Вот, видите, звук идет. Дальше 5. Вот. Отлично. Дальше опять 0. 3. 6. И обратно 5 рядом. Ничего, ага, ногти мешают, да? Еще раз 0. Так, придется Ну. состричь все ногти. Ага. Мгм. 0, 3, 5, 3, обратно и 0. Вот. Таким образом мы учимся играть мелодии, да, циферками. Оно не очень сложное вот для восприятия, да, потому что это циферки. Циферки все знают уже с детства. Ага. Вот. Например, если я сыграю это уже, как сказать, в нормальном темпе, то оно уже будет звучать, например. Вот. Ой, Это только то, не что мы просите сыграли. меня. Хорошо. Но это был, как сказать, Ага. ознакомительное такое, чтобы вы Мгм. поняли, что такое цифры, да, что такое лады. Лад. Хорошо. Теперь мы переместимся на разные струны. Так. Вот. У нас получается нумерация лада не заменяется ничем, оно будет также 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, да. Но у каждой, получается, струны, точнее, каждая струна, она будет по-разному звучать, одним словом. Значит, на второй струне попробуем сыграть нолик, да, как это было. Нолик это На открытая второй струна. струне. На второй Струны у нас струне. считаются снизу вверх. Кстати, Первая, да, вторая, вот. третья, четвертая. Так, вторая струна, вот. Ага, нолик. Вот, играем. Отлично. Теперь на третьей струне также нолик. И на четвертой. Хорошо, теперь ознакомимся с цифрами. Значит, на второй струне попробуем зажать второй лад. На второй струне. Вот, отлично. И зажимаем и играем. Хорошо. Тут у нас нарисована, как сказать, Табулатура. табулатура, да, но вместе с перемешку с нотами. Ноты мы не считаем. Это чисто для тех, кто Кто знает нотную грамоту. да, кто знает нотную грамоту. Но если мы посмотрим сюда, тут у нас нарисовано, получается, циферки, да, 0, 0. Вот здесь. Вот. И есть 4 полоски, которые идут по всему периметру, по всей бумажке, вот, да, по всему ряду. Если посмотреть вот здесь полосочки, то получается вот это вот первая струна у нас, которая находится здесь. Снизу. Да? Вот это вот вторая струна, которая находится дальше. Третья. И там как раз начинается играть цифры. Третья Да? и четвертая. Вот, четвертая. Хорошо. Теперь смотрим сюда. Циферки это то, что мы до этого играли. Нолик это у нас открытая струна. Цифра 2 это второй лад. Да? Но, чтобы понять, откуда начать, мы должны сначала посмотреть, с какой струны мы должны начать играть. На какой струне циферка 0 находится. На третьей. Значит, на третьей струне играем нолик. Да? Так, Вот. мы ее зажимаем, да? Нолик не А мы зажимается. ее не зажимаем. Вот. Играем, помните, большим пальцем? Вот так.
Ага. Я буду помогать и вот фломастером показывать. Или Хорошо, играем 2 раза нолик. Мгм. И смотрим дальше. Циферка какая? 2. Но оно находится на той же струне. Значит, на 3-й струне зажимаем 2-й лад. Это у нас 1-й, 2-й. Отлично. Теперь зажимаем цифру. Вот. Опять 0. Дальше, видите, вот переходим на какую струну? На 2-ю по счету. И цифра 1. Правильно. Значит, здесь тоже 2-я струна, да? Играем. 1, 0. Тоже на той же струне нолик. Отлично. Еще раз попробуйте заново. Мгм. Так, Получается, с какой струны? Третья. С 3-й. Отлично. Теперь на 2-й струне. Мгм. Отлично. Все, узнали мелодию? да. С днем рождения Отлично. тебя! Вот. Хорошо. Прошло 15 минут. Прошло, да, минут 5, скорее всего, да? И, как сказать, мы, самое главное, научились читать вот эту вот крякозябру, да, или как сказать. Да. Да, и, ну, понимаем мы, конечно, от этого немного, да, но если Нет, мы кстати, повторим это еще раз... Да, да. Мне кажется, вот мне нужно забрать укулеле с собой домой, взять вот этот листочек, и завтра я вам уже смогу. Прям, да, можно в Инстаграме, кстати, сторис прямо запостить, да, вот обязательно будут овации, да, но и хотелось бы сказать, да, о том, что вот почему у человека, да, вот взрослого, да, тем более вот как-то вот такие обычные вроде слова, да, вот 1-я струна, 1-й лад, понятно, да, но так как у нас, например, здесь вот работает оба полушария, да, что не свойственно в обычной, да, вот жизни, поэтому ничего страшного, нужно повторять, и мы как раз для того, чтобы вот человеку было удобнее, да, вот помимо того, что играем на занятиях, делаем различные упражнения. Да, и в принципе, давайте вот, Катя, попробуем сделать упражнение «Коза и корова». Вот так вот сделали, 2 пальчика, это коза, да, это ее рога. Да, потом меняем на корову. Рога такие. Очень важно, чтобы большой пальчик, он прикрывал эти пальцы, да, что сгибаем. И обратно коза, корова, коза, корова. Отлично. Это легкий вариант. Да. Теперь переходим к более интересному. Да? Это когда на одной руке у тебя коза, на другой руке корова. Да? И как мы делаем? Меняем, просто меняем. Отлично. И просто меняем. Меняем. Да, сложно, кстати. Да, а так в целом, например, можно очень быстро делать, да, но это приходит тоже после многочисленных, да. Такие вот, ну, такие упражнения очень помогают именно вот развитию левого и правого полушария мозга, да. И их очень много, ну, как сказать. Да, много да, это таких просто упражнений. Один пример, есть Один еще пример, паучок, да. маленький, Есть паучок, большой, да. там Вот. 2-3, там много чего. Как-то можно развивать все-таки, да? Да, оба. моторику, да, получается, моторику, мелкую моторику, вообще моторику пальцев и так далее. Вот. Это не только, кстати, детям полезно, но и взрослым, потому что чем старше мы становимся, да, вот тем больше мы забываем то, что... Нет, мы просто... Мозг, он ориентируется на другие дела, да, более какие-то масштабные, нежели чем вот как-то вот там бусинки там собирать. Да нет, конечно. Вот он как-то более на другие цели. Ребят, мне остается только вас поблагодарить за такой познавательный эфир. Спасибо вам большое, было очень интересно. Вы, по-моему, замечательные преподаватели. Вот самый такой главный дельный совет, который вы бы дали своим ученикам, ну и всем тем, кто хочет научиться игре на укулеле, что бы вы посоветовали? Так, что бы мы Не посоветовали? бойтесь мира музыки, да? Музыка это, как сказать, ну, музыка принимает всех, одним словом. Независимо от возраста. Да. И главное, вот то, что мы посоветовали, это именно понять, чего ты хочешь, да, вот получить от этого инструмента. Потому что к нам приходят разные ученики с разными целями, да, и главное, что мы их просим, да, вот это помимо желания, что нужно, да, это знать, какие мелодии ты хочешь выучить наизусть, например, да, вот классику или какую-то современную, потому что не все люди, кстати, поют. Да? Вот. Ну и также, если поют, ну или в принципе, да, вот, хотят, например, чтобы сделать приятное родным, да, вот обычно дети там, для мамы, для папы, например, да, вот, учат Цоя, да, и говорят, я хочу научиться играть Цоя. То есть надо определиться с песней, да, вот с целью.
Что ж, ребята, еще раз вас благодарю за такой интересный разговор, за интересный эфир. Думаю, что с радостью приду к вам учиться. Мне понравилось. Еще увидимся. Будем Спасибо. очень ждать. Bu keng elemen, duygular doydular.